Вот мое служебное удостоверение, будьте любезны, ваши документы. Я выбираю одиночный пикет, не ты. До свидания, голубчик. Мы смотрим вот Одиночный пикет. Одиночный пикет, да. Товарищ, ну постарайтесь. Знакомьтесь, адвокат. Известный адвокат. Все законно, это одиночный пикет, он не требует никакого согласования. Человек никому не мешает, общественный порядок не нарушает, так что если будут какие-то действия со стороны полиции, это будет незаконно. Можно ли сравнить сегодняшнее гонение на крымских татар с теми репрессиями, которые мы подвергали в сталинский период? Ну, наверное, это будет не совсем объективно. В сталинские времена крымские татары пережили таких несколько периодов репрессивных, как и в основном весь, в общем-то, советский народ. Это периоды раскулачивания, уничтожения интеллигенции. Ну и самое страшное, это, конечно, депортация. То, что Русская империя совершила, это депортировала навсегда, я подчеркиваю, навсегда нас в Среднюю Азию. Вместе с крымскими татарами были депортированы греки, армяне, болгары и другие, в общем-то, нерусские народы. Это тоже надо не забывать. То есть это была чистой воды такая этническая чистка для определенного этноса. Убрали всех. И, конечно, сейчас такого нет. Безусловно, такого нет. Есть давление, есть такое, мощный нажим, пресс. Да, у нас погибли люди после оккупации Крыма русскими. Но так, как во времена Советского Союза, пока, наверное, нет. Но терять бдительность нельзя, потому что Восточная Украина вся воюет. Она воюет и отстаивает свою независимость с оружием в руках. Что там в Кремле придумают против крымских татар? Что они, какой у них будет, какая вожжа под хвост попадет? Что они там придумают? Мы не знаем. Они могут пойти на любую провокацию, и самым неожиданным образом может все развернуться. Вот как-то так я вижу. Цель первая — это напомнить о 72-й годовщине депортации крымских татар, осуществленной Сталином, сталинским режимом, Сталином прежде всего. Ну и, конечно же, к сожалению, это то, что сейчас происходит в Крыму с крымскими татарами. По сути, это повторение геноцида 72-летней давности. Очень многих крымских татар выгоняют из домов, похищают, убивают, сажают. Лидерам крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву и некоторым другим запрещен въезд на собственную родину, в Крым. Они не могут попасть. Творится полный беспредел, их выживают с собственной земли. Конечно, я против этого. Я далеко от Крыма, я живу в Санкт-Петербурге, но я прекрасно понимаю, что как житель и как гражданин России, что нельзя этому потворствовать, и нельзя молчать, нужно об этом говорить, чтобы люди знали, что у нас творится беспредел. Современный сталинист, он себя позиционирует как коммунист и защитник интересов рабочего класса. Он свято верит в то, что к современному постиндустриальному обществу применима Марксова теория. С Марксовой теорией он не знает совершенно, потому что ему реально лет 30 на вид, он обвешан красной символикой. Ему, конечно, теорию марксизма-ленинизма в институте и в школе не вбивали. Обычно этот человек довольно смешной, пока речь не заходит о чем-то серьезном. Как-то только касается тем телевизионных, вот таких вот пропагандистских, у него моментально включается ретранслятор, который говорит о фашистах в Украине, на Украине, как они все говорят, о том, что мир капитала, он нас весь изничтожил, и мы ему противостоим. Ну, в общем, как по нотам, только замешанное такой вот с красным соусом. Это все та же самая телекаша. При этом удивительная штука. Еще один парадокс. Он признает всех капиталистов врагами, признает, что системы взаимосвязаны,
этих самых капиталистов, и все они, клейма ставить некуда, признает необходимость революции в этом случае, но при этом почему-то он не признает вот того самого пролетарского интернационализма и считает, что параллельно еще он союзник этого правительства во всем, что касается внешней политики. И того представленного олигархами правительства. Да, этого представленного олигархами правительства, которое нужно свергать, на котором клейма ставить некуда, который он аргументированно доказывает, что любой человек, обладающий собственностью, уже капиталист,